Ассаламу алейкум, Маквай. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 12 декабря 2018 года. Вчера вечером, 11 декабря, некоторые средства массовой информации, а вслед за ними и каналы на YouTube, озвучили такую явно ложную информацию. Озвучили они эту информацию либо по злому умыслу, либо по, скажем так, по неинформированности, по слабой информированности. Но была информация о том, что якобы в Кабардино-Балкарии в одной из колоний произошла драка между чеченцами и ингушами. Драки между чеченцами и ингушами ни в какой колонии в Кабардино-Балкарии не было, однозначно. Была информация в социальных сетях о том, что произошла стычка в одной из колоний Кабардино-Балкарии, и проверяя эту информацию по поручению руководства Чеченской Республики, мы выезжали 9 числа, в воскресенье, выезжали в Кабардино-Балкарию, встречались с руководством УФСИНа, встречались с руководством той самой колонии, где вот этот инцидент произошел, и общались и с осужденными, в том числе из Чеченской Республики, из Ингушетии. Там была некоторая стычка, как нам объяснили, там была некоторая стычка между молодыми людьми, чеченцами и ингушами этническими, которые были переправлены туда этапом из других регионов. И между ними, между чеченцами и ингушами, с одной стороны, и между группой осужденных, которая была уже в этой колонии, и между группой осужденных и вот войнахами, с другой стороны, вот эта небольшая стычка, как нам объяснили, была. Стычка была локализована руководством этой колонии. Далеко этот конфликт не пошел, не разошелся. Люди, которые после этого, несмотря на то, что средства массовой информации в Чеченской Республике дали точную информацию о том, что некий инцидент там был, что туда делегация уезжала, и вся проблема, как говорится, там уже позади, что инцидент исчерпан. После этого некоторые журналисты или не знаю кто умудряются полностью перевернуть все с ног на голову или с головы на ноги и писать о том, что якобы состоялся там конфликт, драка между чеченцами и ингушами. Никакой подобной драки не было. Чеченцы и ингуши абсолютно живут там единой семьей и очень хорошо друг с другом ладят. И там, и в других местах, слава Богу. Если вы по нашему настоянию сегодня были на YouTube, на некоторых каналах была информация выложена, видео были выложены, которые были составлены, основываясь на этих журналистских материалах, что якобы подрались чеченцы с ингушами. Но после того, как мы обратились к авторам этих каналов, слава Богу, они удалили эти видео. Чего не скажешь пока что о журналистах. Один из материалов размещен на таком уважаемом, я бы сказал, сайте Ставрополь «Аргументы и факты». Будем дальше связываться с ними, смотреть, откуда они взяли такую информацию и как может такое уважающее себя издание, которое имеет такое название «Аргументы и факты», выставлять непроверенную информацию, абсолютно лживую информацию. Это неправильно никак, ни с какой стороны. Поэтому, пожалуйста, если увидите, что кто-то вот дальше тиражирует эту информацию, объясните, пожалуйста, что ничего подобного не происходило. Там была некая стычка в колонии. Эта стычка, как нам объяснили, буквально сразу была прекращена, и, как говорится, вопрос там исчерпан.
Я скажу кое-что на родном, на чеченском языке. Вежи и канал Щелчак, чего дихар дышик. Таган от каналу, тут Чечня бошел, каналу, ще сихвела муха, от ставропольский журналист щелил и материал, информации, видео, выложить тенир, штая хар, чеца даяккан, дейресху, квечарга дихардер, шахумца выложить яшхач. Вот войнахан, зулом хирдолхум, питан хирдолхум, моя арыш, хочу мои арыш выкладывать, моя арыш, питан хирдолхум, моя арыш выкладывать. Просмотр шхулари, подписчик шхулари бо, что просмотр подписчик шквич аур балошун. И элдит фамия, и зулом долгуми выкладывать цея шквич аур хаусиш докташ. Да, это больше. Очень много